Дорогие читатели веб-портала Инашхабад, мы продолжаем свои интервью с международной книжной выставки. С нами секретарь Союза писателей России Андрей Новиков. Андрей Вячеславович, правильно я сказал? Новиков, да. Андрей Вячеславович, как мы знаем, вы первый раз участвуете на этой выставке. Первый раз участвую, да. Да. Можете рассказать свои вдохновления? Ну, мы поражены, конечно, вот этим форматом, потому что той честью, вот, которая вот нам выпала, чтобы участвовать, знаете, в этом форуме, вот, потому что из России здесь мало, я вижу, и издатели, и писатели. И я считаю, что вот такие выставки, такие, знаете, конференции, они открывают новые вот возможности для общения писателей, издателей, для продвижения, знаете, в том числе и национальных литератур, и значит, нашей русской литературы, потому что у нас очень большие были связи в советские времена, и писатели общались, что сейчас после всех, так сказать, экономических перетрубаций, экономических издержек 90-х годов, сейчас я вижу, это восстанавливается. Сейчас восстанавливается интерес к литературе, на самом деле. Потому что сказать, что да, там вот, знаете, упали тиражи там журналов, книг, потому что ушло все, идет переформатирование. Ничего, в этом страшного нет. Потому что, да, все уходит в интернет. Да. В интернет такая же была реформа, вот я считаю, когда от рукописной книги, переходили к книгопечатной. Это процесс такой же тяжелый был, да. Поэтому сейчас происходит нечто такое же. Но вот интерес к литературе, я об этом хочу сказать. У нас есть портал .ру. Это у нас портал есть стихи.ру, проза.ру, вот в России. Там 900 тысяч авторов. 900 тысяч авторов? 900 тысяч авторов. Как можно сказать, что нет интереса к литературе, если жизнь сама теперь это опровергает? Они же это люди пишущие. Причем, если там 140 миллионов человек, все население сегодняшней России, из них 90 человек пишут. Да, ну как пишут, это другой вопрос, с каким качеством там, но они есть, это включая детей, стариков, да, и тем не менее, я считаю, что идет возрождение к литературе интереса. Я убежден в этом даже просто, да. Чтобы читатели, туркменские читатели смогли с вами поближе познакомиться, вы можете ознакомить, какие публикации вы сами издаете, что пишете? Прозу, стихотворение? Прозу, стихи. Я еще знаю, публицист. Я отработал 25 лет журналистом. Я 6 лет на телевидении работал. Я работал в федеральном агентстве на новостной ленте. В РИА Новости работал даже, да. У меня очень большой такой, значит, печатный опыт очень большой. Сейчас меня печатают по всей стране. От Крыма до, Дальнего Востока. За вот этот год 35 публикаций у меня только. Это, толстые журналы, газеты, да. Я очень активный литератор, да, вот такой вообще. И я думаю, что это будет только нарастать, потому что интерес ко мне есть, на самом деле. А вы знаете, например, Арсения Тарковского? Конечно, более того, я в свое время учился, был в 80-е годы студентом литературного института. И я застал его, живым в Переделкино, когда он еще был жив. Да. Я застал, живым Валентина Петровича Катаева. Да, он приходил к нам, вот в Литинститут, это был последний год его жизни, но вот тем не менее я общался с ним. Я общался с Булатом Акуджавой тоже, да, поэтому я
очень многих литераторов вот успел застать еще таких маститых, советских, знаю, настоящих. Учился я в литературном институте, в семинаре Владимира Кострова. Это очень известный, прекрасный вот российский поэт. И я счастлив, что я его стал учеником. Почему я спросил особенно Арсения Тарковского? Да. Я Потому обожаю его стихи. Дело в том, что он, есть другие тоже переводчики. Он очень хорошо перевел стихотворение туркменского поэта Махтум Кули. Да. Он так его переводил, что люди думали, это стихотворение Арсения Тарковского. Он, конечно, там свое ведь авторское видение переходило тоже. Я считаю, что это правильно, ведь в свое время, допустим, Пастернак переводил примерно так же, старался переводить. Он почувствовал суть этого стихотворения. Вот в чем гениальность Тарковского и гениальность Махмуда Тули. Потому что он почувствовал, он увидел это стихотворение так, как он видит. Но он же перевел гениально. Да. Поэтому, я считаю, что... А Тарковского я просто обожаю. Потому что вот у Тарковского есть строки стихотворения, там, когда идет во след судьба за нами, как сумасшедший с бритвой в руке. Это совершенно пронзительные строчки, да. Я также рад увидеть еще одного выпускника Института литературы. Почему? Потому что Институт литературы тоже внес большой вклад в туркменскую современную, особенно литературу 20 века туркменской. Потому что с этого института много выпускников, там Италмаз Нуриев, Атаджан Таган, там многие там были выпускники. Были национальные группы, были же целые национальные группы. Я учился, у нас была чеченская группа. Кстати, была, значит, во время советской власти, почему-то чеченцев не особо пускали в литературный институт. А я попал, в перестройку. Вот у нас была, первая группа, чеченских ребят, и несмотря на конфликты, на эти, я с ними дружил и дружу и до сих пор, да. И у нас киргизская группа была. Вот сейчас Лира Сабырова, она училась, она пресс-секретарь в МИДе Киргизии, да, и я с ней на Фейсбуке, мы с ней переписывались. У нас учились казахи, Алма Аренова, она тоже в МИДе работает в казахском, и мы с ней тоже общаемся, да. И у нас учились... председатель Союза писателей Азербайджана тоже выпускник Института литературы. Да, литературный институт очень много дал, знаешь. Он, во-первых, объединял, он давал образование, он приобщал к русской литературе, он давал интерес к национальным литературам, что это же тоже важно очень, да, на самом деле. К сожалению, я пытаюсь своими миссиями такими. Я был в феврале в Сирии, кстати. Я всю Сирию проехал на автомобиле, был в Пальмире даже. И в Пальмире, читал русские стихи, потому что амфитеатр в Пальмире, где была музыка Гергиева, да. А я решил, что там должны звучать и русские стихи. Поэтому я такую акцию сделал. Значит, литература, музыка, искусство является инструментом мира. Конечно, да. И все эти виды искусства, они между собой соединяются, в конечном итоге. Потому что я люблю и архитектуру, я в своем время в молодости как художник начинал вообще, потому что я вполне, понимаю понимаю живопись. У меня стихи очень, кстати, они живописные очень. Мои стихи. Может, прочитайте несколько строк? 28-я Да. страница. Какое? Цепелин. Пойдет. Гляди, сыновью любовью на горизонт, где как налим, плывя струи тугие, ловит по нашей воле цепелин, поставив ветру
Поставь смело ветру щеки над сонностью речных прохлад, несовременный и в итоге несовершенный аппарат. Скрипит фанерная гондола, где комендор засел птенцом. Он на какой парад в просторе летит серебряным яйцом. Нам дерзновенье века любы, подвластен мил лубковый сказ. Играйте ангельские трубы, звени моторами каркас. Канаты свесились под брюхом, как письмена из узелков. Гордись, страна, небесным духом. Путь властелинов, он таков. Мы покоряем раз за разом простор, не осознав предел, мечтою в кубатурах газа, судьбой неповторимых дел. У меня сложные стихи. Да, У меня да, слож... И вот «Школьник», любимое мое стихотворение. Солнце жарит в настроении глупом, искривив смазливое лицо, выжигает на скамейке лупой. Школьник, нехорошее словцо, жаждет чада, молодой воли. Хорошо одно, в борьбе со злом он не ловит покемонов в школе и бычки не курит за углом. Но во всем видна первооснова, пусть невелико творение рук, тянется дымок с доски сосновой, кривизна обугленная букв. Полдень тонет в мареве, в подбое раскаленном. Так прими в строку грешное, знакомое любое. Это приобщение к языку. Супер, супер. Да. Стихи приличные, я уверяю. Андрей Вячеславович, мы очень рады с вами знакомиться. Надеемся, вот сегодняшняя выставка, и, по-моему, вы в конференции тоже выступали. Я говорил вот об объединяющей миссии. Мы вчера поговорили с вашим председателем Союза писателей. Мы контакты, вот, которые мы с ним установили, мы его обязательно продолжим. И я это обязательно сделаю, потому что наши вот творческие союзы двух стран, они обязательно должны общаться. И должно быть взаимопроникновение, переводы с одного языка вот на другой. Мы должны друг друга хорошо знать. Как это и было раньше, и было нормально, да. Мы очень благодарим вас. Спасибо вам. Мы надеемся, что вы возьмете свой результат с вашего визита в Ашхабад. И мы хотим передать огромный привет российскому народу всей Российской Федерации, всем народам. И чтобы литература всегда нас объединяла. Обязательно. Спасибо вам огромное за теплый прием. Спасибо.